В Общественной палате Абхазии сегодня сразу два повода для встречи. Сначала церемония, которой раньше в истории организации не было. Троим общественным деятелям присвоили статус почетных членов. Решение приняли единогласно. Соответствующие изменения в положение внесла комиссия по этике и регламенту. Мы к этому не просто так подошли. Мы сделали изменения в положение, в наш регламент, в наш закон о почетном члене Общественной палаты Республики Абхазия. Это было поручено председателю комиссии по этике, регламенту и совершенствованию деятельности Общественной палаты Республики Абхазия Фриде Аркадьевны Лазба. И мы внесли там изменения в положение. Это соответствует нашему закону, поэтому мы с удовольствием этого делаем. Почетными членами стали первый секретарь Общественной палаты Нателла Акаба, государственный политический деятель Сакрат Джинджолия и общественный деятель Людмила Лолуа. Нателла Акаба на церемонии не присутствовала по состоянию здоровья. Коллегам она передала благодарность за оказанное доверие. Огромное спасибо и благодарность всем каждому из вас. Я надеюсь, что за такую честь. Я надеюсь, что вот с Божьей помощью я всегда буду с вами. Ну, это учитывая мой возраст. Сакрат Джинджоли, один из тех, кто стоял у истоков работы Общественной палаты, говорит, что накопленный за эти годы опыт важно использовать и сегодня. Наша главная задача была, она и остается, это достижение баланса интересов людей, общественных организаций, политических партий с властью. Вот это главное в государстве. И что-то удавалось, что-то не удавалось, но накоплен уже какой-то определенный опыт, кстати, неплохой, так сказать. Вот опираясь на этот опыт, на все то, что сделано, учитывая все ошибки прошлых лет, я думаю, что Общественная палата следующих созывов и этого будет двигаться вперед к достижению вот этого баланса интересов. Это самое главное. Оно обеспечивает стабилизацию, без которого продвижения государства вперед нет. Спасибо большое. После церемонии встреча членов Общественной палаты с новым послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым. Разговор прошел накануне 18-й годовщины признания Российской Федерации независимости Абхазии. 26 августа 2008 года стал для абхазского народа днем торжества исторической справедливости. Это событие не только укрепило государственный суверенитет, но и открыло широчайшие возможности для развития гражданского общества. Нами уже пройден огромный путь от независимости до выстраивания полноценных общественно-политических отношений, возможности интегрироваться в единое пространство общественной дипломатии. Именно на базе этого сотрудничества выстраивается взаимодействие между людьми, общественными организациями и разными секторами. Необходимо остановиться на той значимой роли, которую на протяжении всех этих лет играло посольство Российской Федерации в Республике Абхазия. Для нашей общественной палаты посольство всегда было не просто дипломатическим представительством, а надежным партнером и другом. Говорили не только об истории отношений, но и о новых направлениях сотрудничества. В первую очередь о совместных общественных и социальных проектах. По словам посла, российский опыт может быть востребован в образовании, патриотическом воспитании, в поддержке семей и детей с особенностями развития, а также в помощи пожилым людям. У нас с вами очень много впереди будет точек не просто соприкосновения, а моментов, когда мы готовы привести сюда и рассказать о том опыте, который есть в Российской Федерации в том или ином городе. Безусловно, ни один опыт нельзя тиражировать. Ему можно адаптировать под запрос той или иной ситуации. И мы готовы помогать в этом, готовы рассказывать, готовы сопровождать.
И уверен, что вот у нас таких проектов будет много. Часть этой работы уже началась. Представители общественных организаций из Ачимчирского и Галского районов уже побывали в России. Они изучили, как некоммерческие организации взаимодействуют с системами здравоохранения и социальной защиты, а также как организована поддержка детей и их семей. Теперь на базе этого опыта в Абхазии планируют запустить 2 пилотных проекта. Вот после встречи с полномочным по правам ребенка мы пригласили общественные организации из Российской Федерации. Одна из них занимается проблемами детей с ментальными нарушениями. И вторая организация, которая занимается поддержкой детей, которые имеют рак, заболевание раком. И мы провели встречу с представителями общественных организаций республики. 2 руководителя общественных организаций Абхазии приняли решение и на неделю съездили в Россию. Они посмотрели, как выстроено взаимодействие общественной организации, Министерства здравоохранения, Министерства социальной защиты, как организовано тьюторское сопровождение в школах, как формируется поддержка семей, когда от момента диагноза, да, и момента взросления. Я надеюсь, что вот завтра мы с ними встречаемся, надеюсь, что вот эта поездка, она превратится в 2 больших проекта, которые станут образцом для других общественных организаций в качественной работе. Еще одно направление – образование. Посол предложил развивать профильную подготовку школьников и уже на этом этапе готовить будущих специалистов. Например, в Гагре и Сухуме планируют открыть первые профильные классы для будущих медиков. Говоря о дальнейшем развитии российско-абхазских отношений, Сократ Джинджоли отметил, что сегодня важно сохранить уже сложившиеся связи и передать их молодому поколению. Долго можно говорить обо всем, я просто хочу быть кратким. Здесь сказано самое главное в наших отношениях. Теперь наша задача вот хранить вот эти вот, значит, ценности, которые есть между нами, делать все для того, чтобы, знаете, сохранить вот эти отношения, думать о том, чтобы молодежь привлекать ко всем делам, которые будут укреплять вот эту дружбу. Таким образом, встреча в Общественной палате стала не только поводом вспомнить о 18-летии признания, но и возможностью обсудить конкретные совместные проекты от социальной поддержки в районах до подготовки будущих специалистов. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы. Понятно, что Россия была первым государством, которое признало независимость Абхазии, но все мы свидетелями того, как в последний, можно сказать, год, 1,5 года, какое количество культурных событий появляется, какое количество общественных пространств. Здесь и набережная, здесь и галереи, здесь и музейные пространства, здесь новые экспозиции, которые появляются, в том числе при поддержке там российских партнеров из разных регионов. КВН прошел феерически, я считаю, во всяком случае, как зритель могу сказать, да, и победа команды Абхазии, должен признать справедливое, вот, конечно, приезд Большого детского фестиваля с Сергеем Безруковым и его тоже концерт, и он остался, в очень хороших, добрых отношениях с Сергеем, он, конечно, остался в восторге от Сухума, от Абхазии, он впервые был, поэтому у него это первое впечатление, но он обязательно приедет, и в ближайшее время, я думаю, будут новости, с чем он приедет и кто приедет. Как говорится, читайте средства массовой информации, слушайте, смотрите. И вот это все, и вот сейчас проект «Музыка гордых» и много-много других проектов, все это свидетельство вот такого
культурного, мощного диалога, который, должен признать, невозможен без, конечно, там, взаимной готовности к этому диалогу. И мне хочется здесь сказать спасибо и главе республики, Бадре Зуровичу, который очень чутко и трепетно относится к национальной культуре, ее поддерживает и поддерживает этот диалог, и коллегам из администрации президента, из мэрии, администрации города Сухума и ко всем партнерам, которые выстраивают эти отношения, готовность, поразительная, два братских народа, мне кажется, свидетельствует о том, что эти отношения долговременные, стратегичные, и мы все больше и больше этими проектами радуем горожан, жителей Абхазии. Этот фестиваль впервые проводится за пределами России, и то, что он проводится в Абхазии и в столице, в городе Сухум, это вдвойне приятно. Нам отрадно видеть, что фестиваль вызвал большой интерес среди наших музыкантов, и из 58 заявок из Республики Абхазия 39 заявок из музыкантов с города Сухум. Это еще раз подтверждает то, что наш город живет культурной и творческой жизнью. Мы со своей стороны, со стороны администрации, как в принципе всегда, поддерживаем все проекты, которые реализуются на территории города Сухум. И тут совместно с организаторами, с силовыми структурами, с коммунальными службами мы подготовились к этому мероприятию. Обеспечим безопасность проведения, энергоснабжения, и санитарную уборку территории и так далее. Все мероприятия, подтверждаю, что будут выполнены на высшем уровне. Пользуясь случаем, приглашаю всех гостей столицы, жителей нашей страны посетить это мероприятие. И хочу поблагодарить фонд Николая Расторгуева, радиостанцию и всех организаторов, которые причастны к этому событию. Большое спасибо. Сегодня я очень рада за всех артистов, уже состоявшихся, за тех, кто делает первые шаги, что у них есть возможность участвовать в таком масштабном мероприятии. Это, правда, огромная поддержка. Я просто по своему опыту понимаю эту возможность, которая сегодня выпала для конкурсантов и для всех участников этого фестиваля, стоять на сцене с выдающимися артистами. Для нас, правда, радость и большая честь. Спасибо огромное. Я хочу отметить, что конкурс — это уже событие, это уже победа, просто участие в конкурсе. Я понимаю, что конкурсанты сейчас, каждый из них хочет быть победителем, но победа — это участие. Спасибо огромное еще раз. Желаю и конкурсантам, и всем участникам, артистам, и создателям этого масштабного мероприятия удачи в дальнейшем. Это мероприятие проходит в особо значимый день для нас. Я, как артистка, выходя в такой день на сцену, пусть это День признания независимости, пусть это День Победы, конечно же, я каждый раз стараюсь выкладываться на сцене, но эти даты для нас особенные. Перед глазами проходит вся хроника войны, и поэтому этот международный фестиваль именно в этот день приобретает особый смысл, особую глубину. И я хотела бы, чтобы конкурсанты и все участники с пониманием гордо несли культуру нашу и дальше. И я могла бы назвать это мероприятие манифестом единства двух культур. У нас в этом году очень хорошие результаты. Они нас порадовали. Я надеюсь, что мы, скажем так, их разовьем и в будущем году. Но пока я могу сказать, что мы долго пытались ответить на очень важный вопрос. К какому периоду относятся вот эти сооружения затонувшие, эти стены, башни, которые мы обследовали в районе устья реки Басла. Это, для тех, кто не знаком, это практически самый центр Сухума. И вот этот вопрос долго оставался открытым. И в этом году нам, наконец, посчастливилось
сделать находку, которая более-менее проливает свет на их датировку. Уже буквально в последний день экспедиции мы завершали, так скажем, этот сезон и тщательно обследовали, провели фото-видеофиксацию и проводили визуальный осмотр этих сооружений. Мы обнаружили пояс, который состоял, пояс кладки из плифы. Причем плифа, она достаточно такая характерная и может датироваться 5-6 веками. Насколько, Вот. Виктор Викторович, а вот эти находки, о которых вы рассказываете, насколько ценны эти находки с точки зрения науки, на самом деле, археологии? Да, это же не просто как бы какие-то отдельные, это крепость, то есть там достаточно отчетливо видны башни, видны стены, то есть это крепость, которая прикрывала устье реки явно, совершенно, а не просто устье реки. Скорее всего, в устье реки находился порт, вот, потому что Басла имеет такое вот своеобразное течение, которое позволяет туда вовнутрь заходить кораблям, то есть в реку могли заходить туда. И это был, скорее всего, порт Сухума, один из портов Сухума. Мы в этом году взяли порядка 50 проб цементного раствора из разных уровней кладки и надеемся на разнице вот в этих вот в этом цементном растворе, надеемся на разнице понять, к какому периоду относятся какие стены и какая кладка, да, то есть вот эти вот мы провели еще работы. Кроме того, мы изучили в море стратиграфию тех стен, которые сейчас находятся собственно, на берегу и в море. И выяснилась очень интересная деталь. Если раньше считалось, что часть стен, относящихся даже к римскому периоду, затопленные, находятся под водой, и, возможно, даже было предположение, что они находятся in-situ, то сейчас мы можем сказать, что, к сожалению, стен, относящихся ни к римскому, ни к средневековому периоду, in-situ не находятся. То есть все, что мы видим под водой, это и в воде, это все так называемый переотложенный культурный слой. То есть стены римского времени, они в настоящий момент, вот как мы посчитали, они находятся на 75-80 сантиметров выше современного уровня моря, современного. А в римский период море было еще ниже. То есть, следовательно, стены находились римского периода еще выше над уровнем моря, и они никак не могут быть теперь затоплены. То есть они, в любом случае, они были подмыты, так как берег находился выше моря. Они были подмыты, обрушились в море, и, в общем-то, культурный слой был уничтожен. Поэтому вот все, что мы видим в море, это уже, собственно, море разбросало вот эти вот остатки стен, остатки башен, и культурного слоя под ними в первоначальном виде, in-situ, его нет, не существует. На сцене Абхазского драмтеатра стартовали гастроли Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева. Творческий обмен между коллективами имеет полувековую историю. Они состоялись еще в 1976 году, ровно 50 лет назад. И именно они стали фундаментом для дальнейших творческих связей двух театров. Мы безумно рады и счастливы, что имеем возможность сегодня на сцене Абхазского театра очередной раз приветствовать осетинский, выдающийся великий театр. Наряду с русской национальной классикой 25 августа осетинская труппа представит сухумскому зрителю трагедию Шекспира «Отелло». А что касается «Отелло», Шекспир, он везде Шекспир. Шекспир может поднять человека, поднять труппу или растоптать труппу, дать возможность остаться в истории или не остаться в истории. То есть вот с таким репертуаром мы привели. Притом мы с Хиблой Леонидовной обсуждали репертуар, и это все по согласованию. Она лучше знает, что зритель ее любит, принимает. Да, были какие-то нюансы, мы это все обсудили. В Сухум приехали ветераны осетинской сцены, выходившие перед абхазским зрителем еще в первом гастрольном сезоне. Тогда все мы были молоды, конечно. Вот с левой стороны от меня афиша нашего театра, и спасибо вам большое, что вы сохранили
эту драгоценность. Вот здесь перечень спектаклей, в 4 спектаклях я участвовал. Я побывал, это было 10 июня 1976 года. 20 дней, незабываемых 20 дней. Артисты подчеркивают, что театральный обмен строится на многолетней дружбе и глубоком взаимном уважении двух народов. И все понимают, и осетины, и абхазы, как мы друг к другу относимся. И если бы во всем мире люди относились друг к другу, народы относились друг к другу, как абхазы и осетины, поверьте, во всем мире бы никогда не было войн. Никогда они бы друг друга понимали, жили бы как в раю. Вот что я хочу сказать про взаимоотношения двух наших народов. Показ драмы Газданова уже состоялся. Сегодня зрителям представят «Демона», а завершатся гастроли завтра спектаклем «Отелло». Арестит Каракасиди, Абаза ТВ. В офисе Всемирного абхазо-абазинского конгресса состоялась презентация фильма «Доктор филологических наук», профессора Абхазского государственного университета, заслуженного журналиста Абхазии Екатерины Бебе. Фильм «Лучезарная горянка» посвящен руководителю отдела культуры Международного объединения Алашара Нателле Джамакуловой. Он вошел в особый авторский цикл Екатерины Бебе о судьбах абазинских женщин. Замысел цикла — не просто рассказать отдельные истории, а показать многогранность женских судеб, отразить их неоценимый вклад в сохранение культурных традиций и развитие общественной жизни. Наделла наша дорогая Джамакулова, мы ее очень любим. Она достойный человек, она и журналист, и режиссер, и общественный деятель. Алашара – это общественная организация, которая работает уже более 10 лет. В прошлом году отмечали юбилейную дату. Можно сказать, одна из инициаторов и возглавляет отдел культуры. Как это важно мне рассказать. В своем выступлении героиня фильма «Лучезарная горянка» Наделла Джамакулова призналась, что предложение Екатерины Бебе снять о ней фильм стало для нее большой неожиданностью и настоящим сюрпризом. Сказала, я буду снимать фильм, я честно признаюсь, я говорю, Екатерина Георгиевна, я говорю, еще профессионально так не выросла, чтобы вы уже меня удостоили фильма, но она настояла. Я благодарю вас за это, за то внимание, которое вы уделили мне и моей семье. И, по мне, это скромная моя деятельность была вами освящена. Для меня самого это будет сюрпризом сегодня. Вместе будем смотреть. В общем, буду тоже оценивать со стороны свою деятельность. В фильме раскрываются не только рабочие будни проекта Наделлы Джамакуловой, но и ее личные истории. Съемки проходили в Абхазии, Карачаево, Черкесии и Адыгее. Эти места не просто служили фоном, а стали важной частью фильма, подчеркивая связь героини с родной землей и культурой. Фильмов, которые были сделаны именно абазинским достойным женщинам, дополнилось еще и Нателлой Джамакуловой. Это, конечно же, еще больше, наверное, дополняет вот эту красоту, гордость, мудрость вообще кавказской женщины, в частности, наверное, как здесь было правильно сказано, горянка, абазиночка. Фильм, конечно, вызывает теплые чувства. Вообще у Екатерины Георгиевны, я поняла, вот я смотрела и анализировала, есть свой стиль, особенность. Все, что она нам рассказывает, это пережитое ею самой. Вот она хочет поделиться с нами тем, что она прочувствовала. И когда это касается наших братских народов, взаимоотношений, у нее это происходит с особым чувством теплоты. В первую очередь, огромное спасибо, что вы на самом деле вот за Наделлу так душевно, так все передали. На самом деле, до глубины души я и расстроилась, и
И все было как бы. Все вместе. Да, все вместе. Нателла на самом деле достойная дочь своего народа. Я не побоюсь этого слова. Своей нации, своей фамилии, своей родины. На самом деле это очень скромная, очень мудрая и человек, которая вокруг себя может объединить всех. Нателлу я знаю, так скажем, с начала моего осознанного возраста. И с самых первых дней, правда, я очень сильно люблю Нателлу. И хочу сказать, в прошлом году я проводила очень много времени с Нателлой перед подготовкой ко дню абазинского флага, ко дню абазинских игр. И была в шоке от того, сколько обязанностей, сколько всего было на плечах Нателлы, и как быстро все решалось, как она этим занималась, горела. Я вас поздравляю с таким успешным, с примера такого успешного, душевного, уютного, семейного, можно сказать, фильма. И правда, я испытала весь спектр эмоций. В какой-то момент захотелось поплакать, в какой-то момент посмеяться. И это говорит о многом, я считаю. Самое главное для автора какой-либо работы — это впечатление зрителя, впечатление человека, который это увидел, услышал. was bukala was hatakalo larju was bukala yago скенеген бзера ебалцу за я вот телевизор лома идира се хапалагала вчера бзера обшот. Вот смотрели сколько, говорили сколько, каждый, кто мог, столько тепла о тебе говорил. Ты просто большой человек. Я хочу отметить, что я поймала себя в какой-то момент на мысли, что я весь фильм, вот я смотрю с улыбкой на лице, то есть все время у меня улыбка не сходила с лица, потому что через эти кадры, через все, что я видела, тепло передавалось, действительно. Я, конечно, Нателлу знаю вот уже 3 года, но этот фильм опять вот теплые чувства к ней опять усилил. Действительно, все, о чем говорилось, она достойна всего этого. Для нас, Карачаево-Черкесия, это, в первую очередь, Ильшат Абарин, потому что мы через него познакомились с Абазаштой. А второй человек, который приходит на ум, когда мы говорим об Абазаште, это, конечно, Нателла. И тепло сегодня было подчеркнуто неоднократно, и мы его тоже здесь, на нас тоже она успевает распространить свои лучи тепла, добра, и Нателле остается только пожелать долгих лет, здравия, чтобы ты, вот все, что ты задумала для своего народа, для нашего этноса, чтобы это все сбылось. Я думаю, что это только на благо нашему народу. Это перспективный проект, особенно для футболистов, участвующих в чемпионате Абхазии. Потому что на сегодняшний день это единственная возможность играть против российских команд. Проявите себя, покажите себя. И, пожалуйста, перед вами откроются двери. Вас пригласят, обязательно пригласят. Все зависит от вас. Проявите, покажите себя, проявите все свои возможности. Но при этом, это тоже очень важный момент, при этом не забывать, что существует чемпионат Абхазии, что там надо проявить себя максимально, насколько это возможно, да, и потом заслужить, чтобы тебя пригласили в команду, которая играет на сегодняшний день в чемпионате России. Арджиния! Только побед нокаутами пока 206 идет.
Не просто, судя по всему, ему это дается. Любимец болельщиков Сочи, любимец болельщиков Абхазии. 15 побед, 6 нокаутами. 3. Акхамов из угла на ногах ушел, все правильно сделал. С левой потряс. Все. Снимают бойца из Узбекистана Игоря Длеева. Одерживает первого года. Мы его с этим поздравляем. Это было уверенно. Смотрите за абхазскими боксерами. До меня двое проспектов боксировали, они еще себе покажут. Всем удачи. Красный угол встречает соперника из Абхазии, город Сухум, Нестор Чанба. Александр Салтыков, ну и Миша Подавасян. Может даже контрпанчером. О, печеночка была, потому что, смотрите, правый локоть приклеивается у Егорова. Да, прочувствовал он этот удар. И тут же после еще одного попадания падает в нокдаун. Чанба! Дмитрий Балаванция. Встречаем наш гость из Абхазии. Ваши аплодисменты. За